excellent, tireless work they have carried out in this field. And colleagues, I was very successful at the conference, and with that I will invite you to the opening reception which will take place at Villa Faxan at 7 p.m. It is approximately 15 minutes away from here, and that brings us to the closing of the opening session. I thank you all for being here for your attention. Onu video düşürüyoruz da bu ne? Düşürüyoruz yok mu? Ne dalga gelen aldı? Yok sen bir tane tavay duruşup gel ne sor. Evet. Tera adekvat ne olur? Не снимай. Да, evet. Biz Lokano. Benimki ne sorun var? Вам просят выключить, будем благоразумными людьми. Меня зовут Давид Омаров, это Invisible Rainbow Turkmenistan. Сегодня хочу познакомить вас с хорошими людьми. Добрый день. Рад вас видеть. Пожалуйста, познакомьте себя с нашими любимыми зрителями. Ассаламу алейкум. Меня зовут Хошхарбай Тёрымуратов, я активист и блогер из Каракалпакстана. В данный момент я занимаюсь по правам человека, потому что в Узбекистане нарушаются права человека, тем более этнических каракалпаков сейчас по всему миру преследует узбекское правительство. Спасибо вам огромное за вашу работу. А можете сказать причину вашего приезда в собрание в Варшаву? Причина в том, что я только что объяснил, что в Узбекистане нарушаются права человека. В 2022 году, 1-2 июля, в Узбекистане был такой инцидент, что там узбекские власти односторонно хотели изменить конституционные права каракалпакского народа. А каракалпаки потребовали свои конституционные права, а там уже нарушился права конституционные каракалпакского этнического народа. И в Каракалпакстане узбекские власти начали расстрелять на улицах людей. Сложно. Я вас понимаю. Вам сил и здоровья. И последний вопрос. Хотели бы вы что-нибудь передать населению, народу? Можете сказать что угодно. Да, я приветствую всех среднеазиатских правозащитников, тем более и всем желаю в этой конференции участвовать и иметь такую возможность, площадь, где можно объяснить о своем ситуации. И я всех призываю к объединению, потому что Средняя Азия веками был один нацией, это Туркестан. Я согласен, но оно должно быть без насилия, оно должно быть без агрессии, оно должно быть взаимопонимание. А наши государственные правители сейчас сидят как правители какой-то местности. Да, но салтанат. И передается у них власть к сыну, отца и так далее. Демократии вообще не чувствуется там. Спасибо вам огромное. Хорошего дня и самого лучшего собрания. И надеюсь, что вы донесете те слова, которые вы хотели всему миру. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Добрый день. Можете познакомить себя, прошу прощения, представиться нашим зрителям любимым о себе, о своей деятельности, о своей работе и для чего вы здесь пришли на это сегодня собрание. И под конец можете сказать, что хотите, чтобы передать населению Туркменистана за пределами в том числе. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum aziz ildeşler, aziz doğanlar, müminler, musulmanlar. Size ben Serdar Atenefesoğlu Hoca Nefesov, internetten Mıralı Qaragumlu deb tanılayan ve Türkmenistan'a diktatöre karşı, adam hukuklarına karşı
yurdumuzun, vatanımızın hukuklarına karşı ve mirasçıları hükmüne çıkış ediyen. Onun için представляю права нашего народа за рубежом и хочу, чтобы это уже не было за рубежом, а чтобы уже начали реально этого добиваться у себя в стране. Спасибо вам огромное. Если что вы хотите в данный момент передать населению Туркменистана, за пределами тоже? Одно главное, когда мы говорим, что я, альхамдулиллах, мусульманин, мы должны помнить, что у нас должна быть вера в Аллаха, и как Он нам приказал, то есть наказал в Коране, будьте едиными, солидарными и сплоченными, как кулак. Тогда вы будете непобедимы. И просите меня о помощи. Ягны диярки, Аллаха иман edin, ağzı bir ve cebis olun ve benim adaletimi dilen, ben bercektirin. Ey bendelerim, siz bana yalvarmasanız da kime yalvaracaksınız diye. Bana yalvarın, ben size kömek edeyim, zalimi yok edeyim diye. Allah'a iman, ağzı birlik ve cebislik inşallah. Спасибо вам большое. А вы можете сказать какие-то правонарушения, конкретные правонарушения прав человека в Туркменистане? Давайте, Давид, сделаем так. У нас все-таки еще первый день. За несколько минут начинается конференция. Я думаю, мы все это успеем высказать и на конференциях. И будет у нас еще очень много дней. Целых 2 недели. 2 выходных посередине. А так, целых 10 дней, думаю, успеем. Конечно же, нарушений очень много. Я могу привести один пример вас. Или тот же самый пример с каракалпакскими братьями. Или тот же самый пример со мной. Или же миллионы примеров навалом. Простой пример. Люди, которые депортируются из России или из Турции, не имеет разницы. Это говорит о чем? Человек получил наказание за нарушение. Сколько раз человека можно наказывать за одно нарушение? По вашему мнению или по закону мнению? По закону. Мне лучше бы 1,5. Не 1, а 1,5. Нет, но по закону это 1 раз можно наказать человека. 2 раз не можешь наказывать человека, но наше правительство открыто делает что? Когда люди возвращаются, ты нарушил турецкий депорт, у него уже есть депорт. Они ему ставят еще туркменский депорт. Без суда, без следствия. А это грубейшее нарушение не только прав человека, но и демократических основ создания государства. В чем виноват сам лично президент? Потому что кого ни посмотри, у всех со слов одно слово. Приказ сверху. Йокордон, буйрук var. Какой Йокордон? Кто это Йокордон? Кроме президента. Больше никто в стране. Позвольте поправить, не президент, а сопрезиденты. У нас теперь, вы же знаете. Мало ли, что они там у себя творят, нам это не интересно, потому что мы знаем одно. Демократические страны придерживаются международного законодательства. Они даже это пишут у себя в законе, в миграционном законе, в уголовном кодексе. Там когда-то что-то, если вдруг что-то там получится, какая-то там непонятка, то мы обращаемся к международному уголовному праву, конституционному праву, гражданскому праву. Это указано черным по белому. И если они это нарушают, то мы ищем это в международном праве и находим, что одного человека за одно нарушение или правонарушение, или преступление можно наказать 1 раз. И все. А они наказывают его по 2-й, по 3-й раз. И это абсолютно незаконно. И таких пострадавших миллионы. И внутри, и за страну. Спасибо огромное. И я вас сильно уважаю. Я вас тоже люблю. Спасибо вам огромное. Удачи вам. Да, хочу, чтобы это попало в кадр, что я вас люблю. Да, обязательно сделаем.